В 2021 году мы показали здесь наш первый спектакль, который назвали «Бессмертный литературный полк». И есть самая главная цель, сверхзадача, которая стоит перед этим проектом, чтобы человек, соприкоснувшись с этим, посмотрев маленькие фрагменты вот этой неофициальной правды, сам себе сказал бы: «Мне надо это прочесть». И тогда он в интернет пойдет и увидит оцифрованные произведения, в общем-то, ради чего и создавался этот проект. Сразу после войны в журналистике и в Союзе писателей Татарстана в основном были те, кто пришел с фронтов, в том числе и Геннадий Паушкин. Почему же эта литература забыта, почему она выпала из активного читательского и литературоведческого оборота? В 2021 году нашему театру поступило предложение от Союза писателей Республики Татарстан, а наш театр – это литературно-музыкальный театр «Реплика». Ваш покорный слуга, являюсь художественным руководителем этого театра. Нам поступило предложение сделать даже не композицию, а скорее спектакль, посвященный юбилею нашего татарстанского писателя Геннадия Паушкина. Ему было 100 лет. Когда мы готовили спектакль к постановке, там были не только произведения Геннадия Паушкина, там были произведения многих других авторов времен войны. У нас даже мысль не возникала, что этот проект может расшириться и может пойти несколько далее. Но уже тогда, я не знаю, то ли предугадали, то ли чего, у нас родилась идея назвать этот спектакль «Бессмертный литературный полк». Галина Нисовна выступила инициатором проекта под одноименным названием «Бессмертный литературный полк». Проект заключается в том, что все неизданные или изданные, но отсутствующие в интернете произведения этих писателей необходимо оцифровать и выложить в интернет. Очень многие из писателей-фронтовиков Татарстана писали о войне так, как о ней никто не писал. Вот, в частности, известный режиссер Григорий Чухрай, он так отзывался о прозе Юрия Белостоцкого. Это был летчик. Писал он о летчиках вот как никто, потому что не было отлакированных сусальных образов летчиков. Это были люди со своими противоречиями, со своими недостатками. Однообразие не возникало при знакомстве с произведениями Юрия Белостоцкого, хотя все это было о летчиках, но всякий раз это было интересно. И поскольку он эту тему очень глубоко знал, то вот порой, когда он описывал воздушный бой, ты чувствовал себя как в компьютерной симуляции воздушного боя. Уникальна и проза Сергея Ефремова, который попал в плен во время обороны Севастополя, участвовал в антифашистской борьбе в немецких лагерях Дахау, Бухенвальда. Сборник его новелл «Севастопольская тетрадь» – это, по сути дела, фреска, которая возводит в ранг святых защитников Севастополя, но при этом, опять же, там нету вот этой сусальности, какого-то казенного патриотизма. Геннадий Паушкин, он, конечно, не был мастером батальных сцен, потому что в основном его интересовала гармония мира, но у него очень много и прозы казанского колорита. Поскольку он был уроженцем Казани, родился в 1921 году, он запечатлел в своих повестях «Черствые именины», «Трава на камне», «Затмение», ту Казань, какой она была в 20-30-е годы. В русской секции Геннадий Паушкин пришел где-то в 1955 годах, где он получил должность литературного консультанта. Какое-то время он совмещал должность руководителя русской секции, участвовал вместе с Тихоном Журавлевым в съездах, которые проходили в Казани, а также они избирались делегатами съездов в Союз писателей СССР и РСФСР. Писатели-фронтовики – это целое братство, объединенное и учебой
в казанских и московских и прочих региональных вузах. Это и фронтовые дороги, это и желание помогать восстановлению Родины после военных лет. В рамках этого гранта, плюс к тому, что произошла, так сказать, оцифровка многих произведений, мы еще подключились к совместному такому проекту путешествий, гастролей и объездили с десяток городов по Республике Татарстан в рамках этого проекта по центральным библиотекам этих городов, этих районных центров. И там мы представляли этот проект с помощью, скажем так, литературно-художественной части. Вот. Я и мой, значит, коллега Александр Леонидович Аввакумов, мы принимали участие и озвучивали художественную часть, так сказать, этих произведений. Обычно мы привыкли судить о Великой Отечественной войне по мемуарам наших генералов, маршалов. Ну, правда о войне, она двояка. Для генералов правда одна, а для солдат Великой Отечественной войны она была другая. Все перечисленные наши писатели – это писатели-фронтовики, которые видели войну совершенно по-другому, чем наши генералы. Взять того же Геннадия Паушкина, который встретил войну на границе, переживал и пережил отход Красной Армии, затем наступление. В нем много было написано стихов о Великой Отечественной войне. В частности, вот я читаю там стих «Мы плыли ночью через Дон», свистела, да, смерть и тому подобное. Строки, которые не могут оставить равнодушными читателей. В рамках проекта мы познакомили с произведениями писателей-фронтовиков Татарстана студентов Казанской государственной академии строительства и архитектуры. Они написали нам большое количество отзывов. Эта акция получила жизнь благодаря тому, что произведения писателей-фронтовиков были оцифрованы и выложены на сайте Союза писателей Республики Татарстан. И интересно, кого выделили студенты? Наибольший интерес у молодого поколения вызвали произведения Сергея Ефремова и Геннадия Паушкина. Вот таков был их выбор. Но мы надеемся, что эта работа будет продолжаться. Популяризация творчества писателей-фронтовиков, она будет набирать обороты. Так, на международные конференции в КФУ, посвященной русскоязычной литературе в контексте национальных литератур, мною был прочитан доклад национально-патриотической доминанта севастопольского текста русской литературы в севастопольской тетради Сергея Ефремова. Людмила Ивановна Уфимцева прочитала доклад о Геннадии Паушкине и Рустеме Кутуе. Ну и еще мною будет подготовлен большой обзорный доклад, синтез документального и художественного в творчестве всех наших писателей-фронтовиков уже на большой международной конференции в КФУ в мае 2023 года.